Вы пережили очень страшные события. У вас умер муж, вы остались одна с 3 детьми. И по ощущениям вы очень быстро вошли, ну вот, в состояние дальше жить, не выживать, не страдать, жить, жить полной жизнью. Можете сказать, я думаю, что сейчас эта информация пригодится многим зрителям, многим женщинам, что нужно делать для того, чтобы не то чтобы даже быстрее, а просто смочь пережить такое событие? Ну, смотрите, конечно, это событие, то есть для каждого человека будет шокирующим, будет стрессовым, будет таким, ну, невозможно это передать, да, то есть у каждого человека будет ощущение страданий, это 100%. Но самое главное, с самого начала их не заглушать, то есть не делать тех состояний, когда ты как будто бы ничего не происходит, да, то есть позволить себе их прожить. То есть на первой стадии нужно позволить себе их прожить. Если хочется плакать, надо плакать. Хочется говорить, надо говорить. Обязательно, если сам человек не справляется, то можно идти к специалисту. Так как я сама специалист, и я знаю, что я затягивать в своей жизни ничего не намерена, то я сразу же пошла к тем специалистам, которые мне помогли, да, то есть которые вовремя вывели то состояние, которое мне было не нужно, чтобы я была в ресурсе. У меня очень много, так как я очень много путешествую, очень много езжу на различные курсы, на различные ретриты, на различные обучения, у меня очень много профессионалов, друзей в разных городах, то есть это не только Сыктывкар, да. Сейчас вот я вернулась с Питера, где тоже, можно сказать, встречалась со своими духовными друзьями, да, с коллегами, со своей такой другой семьей, да, то есть это тоже некого рода семья, когда ты вместе развиваешься, когда ты вот в профессиональной сфере вместе идешь, помогаешь друг другу. Вот я как раз-таки применяла гипнотерапию, применяла энергосборку, применяла психофункциональную разблокировку. То есть я все, что могла делать себе сама, я это делала. Все, в чем мне могли помочь специалисты, да, то есть по биоэнергетике, у меня друг с Питера, он дистанционно мне помогает, когда мне нужно, то есть я почувствую там, допустим, печень перегружена, да, много эмоций, например, не перевариваются, или там внутри душевная боль, страдания, да, то есть я просто обращаюсь к нужным специалистам, и я не говорю, что я там какая-то великая, которая там может любое там событие пережить, но просто нужно обращаться. Нужно не затягивать это все. Если человек чувствует, что у него это затягивается, что он там при каждой мысли готов уже заплакать, да, то есть, то тогда нужно, конечно, это все отпускать. Потому что экологично и для тебя, и для души, которая покидает этот мир, да, что о нем, ну, поплачут там первые 9 дней, 40 дней, и потом уже отпустят, да, то есть потому что у души другие задачи. И как раз для этого человек должен находиться в осознанной позиции. Да. Очень удобно заходить в страдания, если нету изначально этого состояния счастья. То есть, когда человек, ну, вот, не почувствовал, не обрел вот это состояние, тогда ему ничего не остается, как просто зайти в непрекращающиеся страдания и в этом жить. Ну, как будто бы страдать легче даже, да, чем уходить осознанно в состояние счастливой жизни. Угу. Страдать легче, и потом все-таки общество состоит, если по процентам смотреть, все-таки больший процент пока на самом деле и составляет люди, которые находятся в нересурсном состоянии, да, то есть страдают. Те, которые ощущают счастье, которые там независимые, счастливые, успешные, там предприниматели, либо бизнесмены, либо просто счастливые, там семьянины, да, то есть это же не от качества человека зависит, это от состояния. То есть их все-таки больше. И у человека еще и возникает чувство вины.
То есть, ну, вроде как я неправильно, как мне некоторые родственники говорили, ты какая-то не, как же сказать, какая-то ты плохая вдова, то есть ты плохо выполняешь функции вдовы, ну, то есть ты не должна сейчас там что-то делать, да, там как-то заниматься своей жизнью, радоваться. У тебя функция вдовы, ты должна там ее выполнить. Я говорю, ну вот у меня своя функция вдовы, да, то есть я вдова, но от моего состояния не должен стать несчастным ни один человек вокруг меня. То есть так как я все-таки, ну, известный человек, да, у меня как минимум там 10 тысяч подписчиков ВКонтакте, которые останавливают меня на улице, которые следят за тем, что я пишу, которых я мотивирую, которые смотрят там на мои отношения, смотрят на мой рост, там, на мою какую-то жизнь и вдохновляются от этого. Я просто, ну, не имею права, даже никакого морального права вводить их в страдания. То есть это их осознанный выбор, если они хотят мне посочувствовать, да, но как-то культивировать это, либо намеренно передавать, что там надо страдать, там надо еще что-то, я просто не могу себе это позволить. И поэтому для меня, как для мастера, как для специалиста, как для человека, как для жены, да, как для мамы, единственное, что можно сделать, это быстрее восстановиться и начать жить, начать ощущать счастье, независимо от того, что происходит, и уже транслировать всем людям вокруг себя светлое состояние, которое принесет пользу миру. То есть моя задача глобальная – это нести пользу миру. От того, что я буду страдать на год больше, пользу это миру никакую не принесет. Да? То есть, но я могу показать, что ты хочешь поменять свою жизнь, тогда я тебе могу в этом помочь. Да? Ты можешь пройти условно курс, да, 6-недельный «Источник внутренней силы» и понять то, какую позицию я транслирую, да, и понять вообще, что чувствуют счастливые люди, независимо от того, что происходит в их жизни. Поэтому я себе помогала сильно, у меня как бы много друзей, да, много специалистов, которые могли мне помочь, которые предлагали, там, просто писали, там, хочешь, я тебе сеанс проведу, там, хочешь, я тебе там консультацию проведу, там, приходи туда, приходи туда. И я, естественно, знаю, какие методы на мне работают, а какие не работают, потому что за свою жизнь я перепробовала огромное количество различных методик, и я уже понимаю, какие работают, а какие, ну, мне, например, не экологично использовать, да, поэтому я просто выбрала те направления, которые меня восстановили, да, и я сделала все, ну, поэтапно, то есть у меня был этап страданий, да, то есть, ну, как горевания, так сказать, да, то есть этап горевания, когда нужно было из тела вывести то, что в нем появляется. И была работа с подсознанием, чтобы все, что я осознанно не могу вывести, да, так как внутренний критик в любом случае будет говорить, да все уже нормально, ничего не надо прорабатывать, да, то есть все хорошо, то есть живешь и живи. Но в любом случае со специалистом я проработала на глубинном уровне те вещи через гипнотерапию, которые я не смогла бы найти и трансформировать в себе сама. Вот. Ну и, конечно, психофункциональная разблокировка, я в нее захожу сама, то есть мне не нужен проводник, и я очень успешно на себе применяла психофункциональную разблокировку. Я и до этого на себе, вот раньше мы как раз с мужем проводили эти сеансы вдвоем, потому что он тоже был психологом, а сейчас я провожу их одна. Вот. У нас сейчас появляется куратор, я думаю, что скоро у меня появится напарник в этом направлении, и мы уже будем тоже проводить вдвоем, но пока я провожу одна. Вот. И это как раз-таки те техники, которые помогают мне. И каждый человек находит свои техники. Да? То же самое уединение, прогулки на природе, водные процедуры, там, ванна, бассейн, море, отпуск. Может, человек никогда на море не ездил, в отпуск никогда не ездил.
Да? Конечно, он вот в этом зажатом состоянии, если у него еще что-то произойдет, ему будет еще лучше находиться в страдании. А если он просто возьмет и скажет себе: слушай, у меня такое произошло, а я ни разу не был на море, да? Пойду я пострадаю на море. И человек может себе позволить, там, или пойду я на неделю в лес, там, в путешествие, через действие, или запишусь в спортзал, да, то есть это же может быть все экологично. То есть человек через тело, он начнет бегать по стадиону, там, или там пойдет на гору залезет, да, там куда-нибудь, там на Эльбрус поедет или куда-нибудь. То есть человек должен выбрать для себя экологичные методы, да, чтобы понимать, что ему нужно в жизни не оставить так, как есть, потому что так, как есть, ему не нравится и не приносит ему счастья в моменте, а найти те методы, которые будут его заряжать. И это как раз-таки либо работа с телом, либо работа с внутренними остановками, когда человек учится медитировать, чувствовать свое дыхание, останавливать, да, внутреннюю суету. Через эту остановку происходит переоценка ценностей, и человек начинает трансформировать свою жизнь. И он может через это выйти. Но для этого ему нужно сначала найти, что его заряжает. Да, то есть, может быть, он всю жизнь жил не своей жизнью, может быть, он делал не то, что ему хотелось сделать, может быть, у него была детская мечта, может быть, он всю жизнь мечтал петь, а всю жизнь живет такой серой жизнью и так и стесняется, вроде ничего не мешает, деньги есть, время есть, а он так и не идет петь, да? И вот жизнь ему вот так вот создает, все больше и больше и больше нагнетает, ну вот не хочешь и еще дальше не хоти. Да, заниматься собой, быть счастливым, раскрываться, раскрывать в себе новые качества. А задача в том, чтобы человек понял, что вот я мечтаю о том-то, о том-то, о том-то, у меня есть такие-то, такие-то таланты, но я ими не занимаюсь. И это самое подходящее время страдания заменить на то, чтобы заниматься своими талантами. Да, идти петь, танцевать, там, в шахматы играть, все что угодно, да, но заниматься полезным и тем, что тебе нравится. Фокус, то есть человек просто вовремя должен поменять фокус. Да, может быть, у него совершенно после этой замены фокуса поменяется жизнь, и он скажет: я этой жизнью больше жить не хочу, да, мне нравится теперь путешествовать. Да, мне нравится теперь преподавать йогу, я теперь начинаю заниматься саморазвитием, да, я пойду поступлю на психолога, потому что я понимаю, что этот товарищ, который психолог, да, он мне сильно помог. Почему я до сих пор этого еще не делаю? Я тоже хочу себе помочь сам и помочь всем своим близким, потому что все остальные близкие до сих пор находятся в страданиях. Поступлю-ка я и стану-ка я психологом и помогу хотя бы ближайшему окружению. То есть человек может создавать инсайты какие-то, да, то есть раскрытие себя даже в каких-то критических моментах, даже в тех моментах, когда кажется, ничего не надо делать, да, как у нас. То есть получается, у нас родился ретрит во Владивосток. То есть у нас родился условно такой продукт, который может помочь большому количеству людей трансформироваться через путешествие. То есть это родилось благодаря тому, что я мужа похоронила во Владивостоке. То есть я похоронила мужа во Владивостоке, и я в любом случае буду туда ездить. А почему я буду туда ездить? Я могу взять заряженную компанию, которые хотят развиваться, которые хотят раскрывать свои внутренние качества, да? Заниматься практиками, заниматься йогой, саморазвитием и так далее. А почему это не делать во Владивостоке? У нас просто родился продукт, да? То есть мы из минуса сделали плюс. Хотя мы могли остаться в этом минусе. Но зачем? То есть каждый человек должен понимать, какие плюсы для себя и для окружающих приносит вот это состояние. Да? А почему вы мужа во Владивостоке похоронили? Мы мужа похоронили во Владивостоке, потому что он там какое-то время жил, и как раз его военная карьера была связана с этим местом,
с Владивостоком, то есть служил он там. И вот все, что связано с войной, здесь в Сыктывкаре этого нет. Здесь в Сыктывкаре Александр был психологом, специалистом по дыхательным практикам, духовным мастером, наставником. Здесь, в Сыктывкаре, условно, никаких военных тематик не звучало и не было в его жизни. Да? Здесь у людей он ассоциируется как специалист по дыхательным практикам, как целитель, как мастер-психолог. Да? Здесь ни у кого он не ассоциируется как военный, как разведчик, как спецназовец. Да? Там, это только там. Вот, и поэтому я тоже так вот прочувствовала и решила вот эту сферу жизни оставить в том месте, где она и присутствовала. Да? Здесь, в Сыктывкаре, условно, не было этой сферы вообще, в принципе. Вот, поэтому и Владивосток – это прекрасное место, которое я с удовольствием буду каждый год посещать и с удовольствием буду показывать всем, кто со мной захочет посмотреть, потому что это огромнейшее место силы, там просто энергия намного отличается от нашей местной энергии, северной, да? Туда просто приезжаешь, и уже происходит расширение сознания. Туда приезжаешь, уже происходит наполнение человека, то есть вывод из депрессии 100%. Поэтому если у кого-то есть депрессия, приглашаю всех на этот ретрит во Владивосток. Японское море, Тихий океан, Желтое море, это для тех, кто поедет еще в Китай, потому что от Владивостока до Китая 4 часа на автобусе. Поэтому это такой ретрит, который дает новый взгляд на мир. Да? И человек, проделав такой путь, просто гарантированно выйдет из своей депрессии. Потому что я, когда поехала, то есть я прошла этот путь наедине сначала, да, то есть мы там похоронили, и я там сколько-то времени находилась, я посещала все места силы, храмы, все такие заряженные места Владивостока, которые мне передавал мой муж в том числе, да, где он проводил занятия, куда он ездил сам заряжаться, наполняться, то есть он всю эту информацию мне передал. И он тоже, мы с ним, и когда в Сыктывкаре жили, мечтали возить во Владивосток, как на места силы, да, группы. Просто теперь это делаю я. Да? То есть он должен был вернуться в августе, и мы должны были туда поехать. Вот он говорит, в августе приедете, когда я вернусь, приедете в августе во Владивосток. И вот так получается, что у нас в августе происходит ретрит. То есть, ну, просто его фактически нету, да, рядом. Но на самом деле это не чувствуется, потому что вот все пространство, все поле все равно пронизано так или иначе, да, то есть это же все у нас в едином поле, поэтому для некоторых людей, ну, прокачанных, так сказать, даже нету разницы, то есть есть человек рядом или нету его рядом, да, то есть здесь вы около меня находитесь или вы где-то там в Лос-Анджелесе сидите, да, то есть есть такие некие качества, да, либо свойства человека, которые могут даже не предусматривать наличие рядом какого-то партнера, либо союзника, либо человека. Но, тем не менее, вот эта атмосфера, она передается. Да? То, чему мы с мужем заряжали людей, да, то есть что человек может самовосстанавливаться, что человек может исцелять себя, что человек может дарить пользу людям, даже если у него что-то произошло. Да, то есть задача из любого минуса в своей жизни сделать плюс. Вот и все. Просто научиться эти минусы не принимать близко к сердцу и быстро научиться тому, как из этого минуса сделать для себя пользу, счастье, радость и из этого минуса сделать ресурс.